Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё з варшаўскай студыі. Мяне завуць Маша Калеснікава. У Варшаве створаны праект, які называецца Сфера Бай. Гэта такая аўдыёвандроўка, і калі ты апранеш навушнікі, то чуеш перажыванні і эмоцыі беларусаў, якія жылі у Варшаве яшчэ да таго, як эміграцыя стала такой масавай з'явай, і вось эмоцыі і перажыванні беларусаў пра тое, што адбываецца ў Беларусі і што адбывалася яшчэ ў жніўні. І нашыя сённяшнія госці гэта адна з аўтарак праекта Маргарыта Гурэцкая, а таксама куратарка праекту Яна Миллер. Прывітанне. Здравствуйте. Слухайте, я все правильно распавяла? Да, все абсолютно правильно. Это такая вот аудиопрогулка, переживания, эмоции белорусов, которые находятся в эмиграции, которые переехали раньше, чем, как вы сказали, да, началась такая большая волна эмиграции. Это тексты, которые мы записали на аудио, над которыми мы работали, наверное, полгода. Наверное, как только все началось, так вот мы и начали работать. А што гэта за тэксты? Чые гэта тэксты? Это тексты участников такой стрефы вольнословой. Это инициатива музыкантов, актеров, которые занимаются именно такой интеграцией междукультурной и межпоколенёвой, между поколениями. И они все белорусы, понятное дело. Тяжело, наверное, мне сейчас это все рассказать и объяснить. Нас было, наверное, человек 6-7. С самого начала до самого конца мы собирались раз в неделю, раз в 2 недели, наверное, и просто писали тексты без какой-то конечной цели. То есть начиналось все просто с того, чтобы вылить свои эмоции как-то на бумагу, а потом мы уже решим, что с этим делать. Ну і як гэта адбывалася ў сэнсе, наколькі гэта вялікія тэксты, ці гэта нейкія маленькія тэксты, замалёўкі? Ой, у нас было огромное количество текстов. На самом деле нам было очень сложно вообще выбрать тексты, которые будут участвовать в нашем проекте, потому что тексты все очень важные. Каждый писал по тексту 2, 3, 4, 5. То есть у кого сколько хватало сил и эмоций написать эти тексты. Их собралось огромное количество, и мы потом уже выбирали просто такие самые-самые, наверное, эмоциональные, которые мы знали, что вот они как-то в самое сердечко попадут. Ну, гэта праект, я так разумею, што ён для палякаў ўсё ж. Да, он все-таки для поляков не только для того, чтобы рассказывать о том, что происходит на Беларуси, потому что каждый из нас там дружит, встречается с какими-то поляками и обычно говорит, ну что у вас там в Беларуси? А никто не говорит о том, что у тебя тут внутри сидит. Поэтому это, наверное, было бы больше для поляков, чтобы объяснить, что у нас в сердце и что у нас на душе здесь, в эмиграции, будучи тут, когда дома происходят такие страшные вещи. Joanna, чому гэты праект ważny dla Polaków? Zrozumiałam. Dobrze. Ja potrzebuję tłumaczenia, więc Rita, bardzo proszę, przerywaj mi i Oczywiście. przetłumacz. Ryta będzie tłumaczyć, tak, перекладać. Myślę, że jest to, może najpierw powiem sama dla siebie, dla mnie to jest bardzo poruszające po prostu. Byłam bardzo szczęśliwa, że mogłam stać się częścią tego projektu i przede wszystkim was słuchać. И она говорит, что она была счастлива, что она может быть частью этого проекта, потому что это действительно очень эмоционально, и очень здорово, что она могла нас слушать. I myślę z naszej polskiej perspektywy, Polaków, osób, które są tutaj i które mogą mieć pewną niejasność, może trudność w zrozumieniu takich małych historii, no to właśnie ten projekt dał im taki wgląd od środka, co czują te osoby, co one przeżywając, będąc trochę pomiędzy, bo będąc tutaj fizycznie, ale gdzieś myślami и духом там, bo dzieją się ważne rzeczy. Да, то есть о том, что у поляков сейчас есть такое маленькое подглядывание, наверное, в наши эти истории, чтобы понять, что действительно в нас происходит, будучи здесь. Вот так вот кратенько бы. Ну так,
Рыта, атрымліваецца, якія самыя галоўныя эмоцыі? Вось, ці можна выдзеліць, напрыклад, 5 галоўных эмоцый, якія вось суправаджалі вас увесь гэты час? Мне падаецца, што адна з іх гэта, напрыклад, пачуццё віны. Ці было такое? Да, да, конечно. У нас даже был такой большой кусок текста о том, что мы не хотим чувствовать вины за то, что мы не там. Как бы каждый человек несет в себе эту вину, ему кажется, что черт. По сути, я не должен этого чувствовать, но от этого никак не избавиться. Конечно же, боль. Каждому очень-очень больно. Ностальгия, я бы тоже сказала. Ностальгия, потому что мы все вспоминали время до. Или, например, время своего детства. Какую бы я еще эмоцию назвала? Joanna, jak myślisz? Myślę, że no też dużo lęku. Ja sama Strachu. Очень czułam много страха. ten strach, ten lęk, słuchając, najpierw czytając, później słuchając waszych historii. I to naprawdę było coś dużego i coś mocnego, coś przerażającego. Есть такой, да, страх, который она сначала читала, потом его слушала. То есть видно было, что он просто огромный, гигантский страх в нас. Mhm. Страх, боль, ностальгия, вина. Да, наверное, вот эти вот самые важные эмоции. Может, сожаление какое-то. Менавіта па чым? Па тым, што не Сожаление. атрымалася, ці што? Нет, у нас никогда не было, ни в одном тексте не было вообще даже предложения о том, что не получилось. У нас были, наверное, такие сожаления о том, что, может, кто-то что-то раньше сделал не так или, наоборот, даже просто не сделал. То есть, скорее, сожаление о не сделал, а не о том, что там не получилось или же получилось. Што гэты праект мусіць даць палякам? Co ten projekt powinien dać Polakom? Што яны мусяць зразумець? Co oni powinni Mhm. zrozumieć? To ja myślę, że w tym momencie też warto powiedzieć o samej formie, w której to zaprezentowaliśmy. Ну, стоит сначала сказать о форме, в которой мы запрезентовали это. Ponieważ jak wiecie, był to spacer audio ulicami Warszawy przez Warszawski Park, ale podczas tych wydarzeń także dawaliśmy mapki, które pokazywały, że te miejsca tak naprawdę, ten spacer nas przenosi do Mińska. То есть это была такая прогулка по улицам Варшавы, но во время этой прогулки мы давали такие маленькие карты, где мы обозначали на карте Варшавы наши белорусские места какие-то. Например, у нас это было в Минске. То есть мы проходили якобы улицами Warszawy, но проходили вот ностальгическим путем по Минску. I myślę, że to jest bardzo ważne, ponieważ to połączenie, taka nić wiążąca nas, różne miejsca na świecie, Warszawę, Mińsk, osoby, które są tutaj, które są tam, stają się bliższe, myślę, dzięki tego rodzaju inicjatywom, wydarzeniom, kiedy my to jesteśmy w danej przestrzeni, słuchamy czyjejś historii, widzimy jakieś osoby i jeszcze widzimy tak, że mamy mapę i trochę jesteśmy gdzieś dalej w jakimś innym miejscu i te historie do nas bardziej trafiają, bardziej je słyszymy, są wyraźniejsze. То есть это такие нити, как бы эта карта, эти улицы, это нити, которые связывают два совершенно разных мира. И вот эта вот вся интеграция переносит нас из Варшавы в другое место. То есть мы слышим истории актеров, мы видим этих актеров, и мы видим улицы уже совершенно по-другому, не так, как они выглядят каждый день для каждого поляка. То бок, як бы аўдыё-шпацыр, аўдыё-вандроўку яшчэ суправаджаюць акцёры, нейкі перформанс. Да. Это выглядело так, что мы собирались в одной точке, все надевали наушники, был какой-то текст в наушниках, и группа актеров проводила, что-то происходило рядом, кто-то бегал, кто-то ходил, то есть не буду уже в это все углубляться, но мы направляли людей по тем местам, по которым мы хотели пройтись
Эти места просто напоминали очень нам сильно Минск, поэтому очень долго тоже думали о том, что именно выбрать. А якія гэта месцы былі у вас? Мы начали при метро Ратуша Арсенал. Честно вам, не помню, какая это была первая точка, но обязательно это была не Мига для нас, это был сквер Янки Купалы, это был цирк, то есть все места очень-очень важные и с чем-то связанные у каждого из нас. Это если говорить уже о ностальгии, да, то есть я, например, свой текст выбирала именно в парке, потому что я безумно любила сквер Янки Купалы, и парк, который там находится, до боли напоминал мне сквер. Давайте мы нагадаем нашим слухачам, што сёння мы гутарым з дзяўчатамі, з Маргарытай Гурэцкай і з Янай Міллер. Я правильно сказала? Миллер? Ага. Так. Мы гутарым пра праект, які створаны ў Варшаве, «Сфера Бай». Гэта такая аўдыёвандроўка. І тут вось трэба пазначыць, што аўдыёвандроўка па эмоцыях і перажываннях людзей, якія жылі ў Варшаве яшчэ да таго, як у Беларусі здарыліся пратэсты, і вось іхняе перажыванне наконт таго, што адбывалася ў Беларусі, адбываецца цяпер, вось яны як бы і распавядаюцца, калі апрануць навушнікі. Ох, як увогуле часта да вас прыходзілі людзі, як можна было стаць удзельнікам гэтай вандроўкі, так, і якая была рэакцыя людзей? Изначально мы запланировали несколько таких прогулок. Мы не знали, в какое время их определить. И таким пунктом отсчета для нас было 9 августа. 9 августа мы знали, что мы в любом случае 9 августа будем проводить эту прогулку. И решили делать символично 9 июля, 9 августа и 9 сентября. На Фейсбуке мы распространяли информацию, понятно, тоже по своим друзьям, в той же Стрефе Вольнословой, все наши мигранты, беженцы, с которыми тоже мы работали. Все были приглашены. Я не скажу, что было много людей. И это и хорошо, и плохо одновременно, но все реакции были сложные. Сложные для нас, потому что люди подходили со слезами на глазах, например. И как бы это все было тоже очень тяжело. Это те 1,5 часа или час, когда мы проводили по улицам Варшавы, они были тяжелые для всех людей, потому что это были истории настоящих живых людей, не придуманные истории. Это были наши настоящие истории, которые очень задевали все эмоции и чувства всех людей, которые к нам приходили, всех наших гостей. Поэтому после их отзывов, и как бы это ни было, после всех слез, мы поняли, что мы сделали то, что нужно. Ці збіраецеся вы працягваць гэты праект? Таму што вось 3 разы вы яго правялі, так? Але, як кажуць вельмі многія, што пра Беларусь, пра тыя эмоцыі, якія зараз перажываюць беларусы, так, трэба крычаць бясконца. То бок гэта такі момант, які цяпер проста там закрываць, ігнараваць нельга. Мы бы хотели. То есть мы хотели еще продолжить такой проект. Только мы не знаем еще в какой форме. То есть бок аудиовандроўка гэта як бы... Это как одна из форм. Это как одна из форм презентации какого-то нашего выливания этих эмоций на бумагу. То есть у нас, я так еще вам скажу, у нас осталось очень много текстов. Очень много текстов, и эти тексты могут дополняться и дополняться и дополняться. Мы просто не знаем, в какой форме это все показать, и действительно, чтобы не затеряться среди всего остального, потому что этого, правда, очень много, и очень много политики везде вокруг, а мы все-таки больше хотим обратиться ко внутреннему миру. Поэтому что-то будет, но мы пока сами даже не знаем, что. Jeśli chodzi o kontynuację, tak? O kontynuację. Jak dobrze zrozumiałam, to może tutaj jeszcze przy okazji dodam, że będzie to dostępne dla odbiorców, nasze nagrania. Mają być również udostępnione już same nagrania bez tej właśnie wersji na żywo z performerami niestety.
ale będzie to dostępne w internecie na stronie Strefy Wolnosłowej. No jeszcze tutaj nie możemy powiedzieć dokładnie kiedy, ale chcemy udostępnić te historie, te nagrania, aby można było sobie w domu отслушать. Йоанна говорит о том, что эти записи, именно аудио, уже без наших там выступлений актеров, они будут доступны неизвестно когда, но они будут доступны на странице Стрефы Вольнословой. И каждый желающий может послушать каждый текст, который у нас был na прогулке. Ale to prawda, że zostało jeszcze z tego naszego procesu twórczego dużo materiałów, więc myślę, że tutaj kropka nie została postawiona i będziemy chcieli dalej coś z tym zrobić. A na pewno temat w Strefie Wolnosłowej zostaje z nami i na pewno będziemy jeszcze działać и творить, и с ним pracować. Текстов действительно осталось очень много, и поэтому точка еще не поставлена. В любом случае, в Стрефе Вольнословой мы еще будем что-то делать, поэтому это многоточие. Іоанна, тое, што прыехала зараз у Польшу так шмат беларусаў. Што гэта дае польскай культуры, на ваш погляд? To, że przyjechało dużo Białorusinów do Polski, co to daje polskiej kulturze, jak myślisz? Ojej, myślę, że dużo daje, jakby zwiększenie. Ja w ogóle jestem etnolożką, więc dla mnie takie poszerzenie kultury. Joanna вообще, да, этнолог, поэтому для нее поszerение культуры, расширение. Więc myślę, że to każde rozszerzenie pola widzenia, to, że jesteśmy różni, tak? Więcej jest Białorusinów w mieście, więcej osób tutaj przyjeżdża i chce coś robić, chce działać, no to jest ogromny plus, ponieważ możemy spojrzeć na wiele zagadnień, wiele kwestii właśnie z różnych stron, z różnym zapleczem kulturowym, w różnych językach również i to jest wielki plus. I myślę, to zwiększa naszą wrażliwość, spostrzegawczość. Это, во-первых, расширение поля видения, это расширение, в принципе, всего. Люди, которые сюда приезжают, добавляют что-то, они все время хотят что-то делать, и это замечательно, потому что это обогащает, в принципе, культуру. Ну, как и соединяет тоже в какой-то мере, это я уже от себя добавила. Давайте тады нагадаем, што тыя, хто хоча больш даведацца пра ваш праект, яны мусяць зайсці на старонку, так, інтэрнэт? Да, Strefa Wolnosłowa.pl chyba. Albo .org. Можно просто в Гугле написать Стрефа Вольнослова, и оно перекинет на страницу вот этой инициативы Стрефа Вольнослова. И там еще, кроме того, очень много проектов интересных, именно мигрантских. Я не говорю о белорусах, то есть о всех мигрантах, которые попали в Польшу, приехали сюда. И там можно найти вот этот наш проект, и там не знаем, когда, но появятся обязательно эти аудио, но можно будет немножко прочесть о нас и посмотреть пару фотографій. Ну, а да вашага праекту могуць далучыцца проста людзі, якія, напрыклад, сёння нас глядзяць і якіх зацікавіў ён? Тогда ищите нас на Фейсбуке и пишите. Конечно, конечно. То есть мы не ограничиваемся, это не такая закрытая группа. То есть если кто-то очень хочет и кому очень болит, тоже всегда, пожалуйста, мы открыты. Ну, дзякуй вялікі, што завіталі да нас. Я нагадаю, што гасцямі сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыё сталі Маргарыта Гурэцкая, Йоанна Міллер, гэта дзяўчаты, якія робяць праект «Сфера Бай», якія арганізавалі такую цікавую аўдыёвандроўку і у якой дзяліліся сваімі эмоцыямі ад таго, што адбываецца ў Беларусі, будучы тут у Польшчы яшчэ да гэтых усіх падзей. Ну, тады будзем развітвацца. Спасибо большое. Усім да заўтра. Заўтра з раніцы Еўрарадыё працягне сваю працу ў эфір. Заставайцеся з намі.